Мы дали тебе дорогу. И как ты ей воспользовался? Значит так. Арбуз. Ты слово, он тебе по лбу. Жижель. Твоя белорусификация сертифицирована? Ну как бы вам объяснить? Ну вот. Вот, типа, тексты соответствуют. Мы отправим этот текст на вычетку. В одном оргазме. Хочешь нас на карандаш поставить? Да. Конечно, это исчерпывающе. Прием. Как слышно? Что-то вас не слышно. Пробивается. Место себе не находит Сергей Николаевич, как медведь по берлоге. Да. Туда-сюда, Ну туда-сюда. что, давайте устаканимся как-то, с этим телефоном, Юрочка, сядь уже где-нибудь. Так, ага, господа офицеры. Да. Сейчас мы по натянутым нервам вдарим аккордом, как басист Газманова. Как басист хороший Газманова, без замены, да. Юра, послушай, вот Юрий Лоза, он бы покраснел, ему стало бы стыдно от того, чтобы он узнал, что вы с ним эти не побратимы, а не побоюсь этого слова, тезки. Зачитаю. Вокалист, певец, ну там хулиган почему-то написано, ну ладно. Все еще как бы хулиган, уже под 50 лет, наверное, где-то, а он все хулиган. Зачинщик вокально-инструментально-декструктивного формирования. Фронтмен. Хорошо, да. Да. В общем, луженая глотка, как говорится, какая-то. Пел бы и пел бы, да? Вот мы тебя и, так сказать, пришлепнули, да, накрыли как шапкой его мышь, да. Ну что, говорят, что ты, как тебя называют, самым популярным человеком в Бресте. Это правда? Это неправда. Самым популярным человеком в Бресте является фонарщик и Брестская крепость. Ты еще помнишь Брест? И с вами не поспорить особо. Потому что было время, даже и я подходил за пуговицу подержаться. Какую пуговицу? Кому? Кого ты держал за пуговицу? Я держал за пуговицу и говорил Беларусь. Юра, мы ознакомились со скриншотами всех твоих песен. Вот они все здесь. Послушай, кто тебе там пишет? Ну не Резник же, да? Да, какой песенник там у тебя? И Пахмутовой там не пахнет. Кто там у тебя в подвале строчит на печатной машинке? Какой литературный рап тебе все это... Вы все мои тексты, что ли, да? Да. Вот это работка, я понимаю. Они подшиты, как мы все иногда бываем. Просвет наступил, не? Пока еще нет. Мы бы хотели узнать, кто тебе пишет. Кто тебе пишет? Ведь это не можешь же простой белорусский парень такое начать. А что там сложного, я не понимаю. Еду я на велике, ветер мне в лицо, я как будто маленький в загадочном кино. Что тут писать-то? Это твое раннее творчество. А потом куда скатилось, это, понимаешь, это перекати поле. Взять, вот, допустим, вот эту популярную, сейчас давайте все горланят. посмотрим эту про буслика, Буслик, да. бусел, да. Горит машина синим пламенем Mi-8, и всей стране в одном оргазме крышу сносит. Горит машина синим пламенем Ми-8, да? Да. И всей стране в одном оргазме крышу сносит. Твои слова, да? В оргазме вся Послушай, страна. давно уже не летает никто на Ми-8. И все буслики уже в зоопарках наших сидят уже. Да. И что тебе там сносит в твоих оргазмах? Послушай, ты уже не молодой человек. Я тебя в этом смысле хорошо понимаю. Да, кстати. Что там срывает? Какие клапаны? Да, мечты про оргазмы. Ну как бы вам объяснить, что страна в одном оргазме слилась, понимаете, не? А как это может И быть? можно оргазм симитировать, я слышал такое. И страна, может быть, имитировала? Конечно же, без вас. Очень жалко, конечно, что без вас. Я про 97%. Вот эта песня, вот мы ее послушали, она же абсолютно, она не смыкуется с реальностью, не стыкуется. А с чем не стыкуется? С Нежизненная. нашим временем? Ну да, Юра, мы же хотели тебе еще и напомнить, раньше писал для мопидов ты песни, для простого рабочего люда, про синяков мог написать, которые там возле магазина с утра встречают. Тебя понимали и в Бресте, и в Минске все. У тебя было и про бомжей хорошие песни были. Сейчас что-то клюнуло, тебя там где-то перевернуло, какой-то шмель ужарил эту, как говорится, в жареное место. Вот да, скажи, кто тебе науськал?
Кто тебя науськал? Имя. Время науськало, понимаете, время сейчас такое. Какое было время? Мы ничего не заметили. У нас было тихо. Те, кто соответствует нашей эпохе. А какая наша эпоха? Эпоха у нас уже больше четверть века одна. Она неподвижна, как хороший установленный монумент. У вас или там вот под пиджаками погоны все-таки есть? Не под пиджаками, а за пиджаками, конечно, за нами стоят определенные погоны. Так что лучше где-то, конечно, какие-то слова и фильтровать сквозь сито внутреннее. Но сейчас вы можете открыто говорить, кстати, да. Поэтому много и не говорю. Ну, хорошо, не говорит, кто его науськал. Послушай, Юра, ты пел раньше нормальные песни. Где-то, конечно, со вторым дном, нами пока еще не пробитым. Но в целом же это было неплохо, да? А потом что-то, на самом деле, как вы сказали, что-то дунуло туда ему, клюнуло. Шмель залетел. Шмель залетел в голову под хвост, и началось эти погони, Да. эти буслики, эти польские, калиновские. На нормальном же языке пел, на понятном, хорошем русском, литературном. Не что-то на этом белорусском стал что-то там плявузгать. Не меняют язык на переправе, понимаешь? Зачем ты все это затеял? Твоя белорусификация сертифицирована? Конечно. Кем? Кем? Нельзя просто так перейти на малоупотребляемый, блюемый язык, понимаешь? Кто-то это должен санкционировать, поставить подпись, печать. Есть у тебя бумажка на белорусский язык? Отделом идеологии, конечно. Вот ты же мало того, что, сказать, белорусифицировался, так ты же еще и украиноцифицировался. Вот мы видели. В какой-то момент, да. А что поспособствовало? Поехал по обмену опытом. Хорошо, и что тебе там наменяли? Чем же тебе так намазано медом и жиром была эта Украина? Что тебе там понравилось? Меня как агента послали туда по обмену опытом. Перенять, как правильно засеивать поля. Ладно, Юра. Хорошо. Я бы хотел, Сергей Николаевич, погонять его по белорусским словам по этим. Что вы хотели проверить? По белорусским словам тебя погонять. Знаешь ли ты перевод белорусских малопотребляемых слов? Ну, может, попробую, может, знаю какие-то слова. Слышал такое слово? Жижель. Жижель? Да. Кто Мне это? кажется, жижель это ты. Очень смешно, Юра. Вот Юра Лоза бы реально 2 раза покраснела бы уже. Ну хорошо, Юр. Пойдем дальше. У нас сегодня будет очень долгий разговор. По поводу Украины. Что ты хотел сказать песней «Украина моя вторая половина»? Украина моя вторая половина? Это ногу свело. Ну, твоя же группа называется «Дорогу свело». Дорога свело не туда, видимо. Да, это ж ты пел «Дорогу свело», твоя группа. Дорогу свело. Может, пора переназваться? Ребрейдинг, так сказать, произвести. Так, а как называется эта группа? Дай хоть что-нибудь. Да, хоть что-нибудь. Это юмор. Мы видим в твоем правом углу маячит слово «дай дорогу». Вам не те бумажки принесли. А надо, чтобы приносили всегда те бумажки. А он неправильно написал «дай дорогу». Плохо учился, у тебя через «а» написано «дорогу». Юра, ну хорошо, мы дали тебе дорогу. И как ты ей воспользовался? Контурную карту поляка в карман Воспользовался, что все прям восхищаются. А кто восхищается? А кто восхищается, Юра? Жабки эти путешественницы, которые с тобой бегают, там прыгают По бедронкам своим. Теряя с польским. Не. Люди мимо кассы говорят с продуктами иди вот так. Ты писал для простых людей песни, для работяг, для синяков, для бомжей, там, для этого все. Они же сейчас остались все и поют твои песни, смотрят, а ты почему-то вот там вот далеко. Что-то как-то не вдохновило, видимо, твое творчество их. У меня как у Высоцкого, понимаете, в одно время он тоже был, так сказать, нелюб всем. Как и Битлз тоже. Битлз? Я не помню такой фамилии. Высоцкий знаю, вот Стырский Битлз знаю. это какой-то еврейский исполнитель наверняка. Да. Слушай, Юра, ты же выступающий, да? А сколько тебе платят за концерты? Извини за вопрос. Хорошо так подмазывают, отслюнявливают? Или так, чисто символически? Для вас могу и за парочку газосиликатных приехать. Блоков, да? Хорошо. Мы твой райдер поняли, записали. Хорошо. Ну, мы знаем, что ты сбежал куда, все эти тропинки нами хожены, все ягодки, которые ты принял, мы приподняли, все, что ты вытоптал поля, мы, конечно, тебе сюда пришили, за каждый колосок будет ответ, но и знаем даже, где ты жил, понимаешь? Вот у нас все адреса и индексы твоих этих украинских конспиративных бладхат вот этих. И чё? Хочу сказать, что в чужой монастырь, конечно, Юра, со своим уставом не лезут. А ты ж пытался его просунуть в чужой монастырь. Причем в женский? Да.
У нас информация, что ты лазил в какой-то женский монастырь, наверное, как Боярский или Караченцев. Да, через окно. Через окно с коня прыгал. Да. Пытался подвести монастырь под монастырь. Ну что, получилось? Было такое? Рассказывай. Да, было. Было. Ну, давай. Ну и что ты там делал? Временно проживал. У нас есть фотокарточки этих сожительств. Смотри. Ну, собственно, это каждый вечер ты устраивал вот такое в монастырях? Да. При твоем попустительстве. Не знаю, пел ли ты песни. Ага. Нормальный обычный женский монастырь превратился в какую-то масонскую ложу, не знаю. Ну, вы постарались. Ролевые игры вот эти вот. А в Беларуси я звезда, поверьте мне на слово называется. Да. Что, не узнаешь? Не узнаешь? Ир, И хохочет. что-то приятное, наверное, вспомнил. Ладно, нас не боишься. Но есть же, сказать, более высшие эзотерические силы. Не боишься небесного гнева, страшного суда? Так я ж с этой миссией, получается, и был в женском монастыре. Душу свою спасал, да? Ну, конечно. Конечно, это исчерпывающе. А как там, вот, Как там на гитаре играть? да, Репетировать? на боку? Можно? Что, как там? Ну, вот так вот вдоль можно. Вдоль чего? Как басист Гасманова. Вот так играет. Вот, да. Не, вертикально не получится, горизонтально и вдоль. Не, мы больше все привыкли к вертикали. Это все, это все у нас здесь. Нам нужно собрать новую информацию. Ой. Поговорим о будущем твоем, да? Да. Творчестве, так сказать, как вы любите показывать, пальцы крутить, фиги нам эти. А рассказывал ты там про какую-то свою новую песню, которую ты как-то бородатому какому-то нехарактерному белорусу, там, второму своему интервьюеру, что ты какую-то новую песню там сочинил. Хвалился. Барабанную дробь вроде бы там у тебя. Под барабанную дробь, типа там «Мы народились у светлой краине». З белыми тварами, светом в очах, гонором, мовой и стягом одиные. Так об'єдналися ми у веках. И взвешивал ты в строчки там по неделе, по две, а то и по три рожал их, чтобы они у тебя склеивались. Непонятно, на каком безмене ты их там взвешивал. Да, и что? Чтобы И на- правильный ли он был. И да, и не было какого-то лубриканта, чтобы хорошо скрепил эти строки, да. Скрепляло это все. Смотрю, вы сечете вообще. Там есть строчка у тебя, мы же все записали, про то, что мы народились с белыми тварами. Да. Хорошо, что не тварами. Да, ну, я понимаю, вот это белорусское наречие, это все понятно. А если родится случайно мулат в нашем межконфессиональном союзном государстве, а рабчонок какой-нибудь нагуленный, Примем. примешь, да? Примем, конечно. Ему же, получается, твою песню петь нельзя, значит, с белыми тварами. Ему только смотреть фильм «Меты», как царь арапа женил, да? Вот это ты предлагаешь? Ну, Как хочет, а? Ладно. Вы сейчас как, вот, Да. как турки говорят. Уркузлю. Сергей Николаевич. Как с гуся вода. Как с гуся вода. Да, Понимаешь, это- как с гуся вода. Ты слово, он тебе по лбу. А с гуся еще и жира много Гуся бывает. очень мутная вода, Юр. Когда его тушишь, жира много очень с гуся. Юра, не только вода. Но с тебя в данном случае вода. Кстати, вот если мы поговорили уже о блюдах, А, да, кстати, про блюдо. у тебя же есть корочка, да? Ты же повар. Так сказать, знаешь, с какой стороны разбить яйцо. Вот как в этом фильме Сергей Николаевич. Повар спрашивает повара, какова твоя профессия, повар? Может быть, милиционер? Нет, моя профессия повар. Смотрел такое кино? Не, не помню. Рухи помнят еще вот эти самые скалки все. Как майонез Ножи, сделать. как майонез выдавливать. Помнишь? Помню. Мы хотим сказать, ну не хочешь ты петь, ладно. Наступил тебе на что-то там медведь. Ну ладно, не страшно. Приезжай, Юра, устроим тебя Хорошо. поваром в столовой какой-нибудь пенитенциарной. А я бы поработал с удовольствием. Будешь петь куличи, да? И сушить сухари там? Но недолго. Месяцок бы поработал поваром. Чисто вдохновиться на очередной хиток. А ты, кстати, какого разряда повар?
Третьего. Это посередине между первым и шестым или Это первым вверх и или пятым? вниз? Мог бы взять четвертый, но Салат нужно было оливье сдавать- запорол. Запорол Нужно оливье. было сдавать экзамен, и я не пошел. Салат оливье запорол, наверное, там, передержал на огне. Да, в духовке. А что ты карандашом крутишь? Ты что, хочешь нас на карандаш поставить? Это наша прерогатива. У нас тоже карандаши есть. Фиксирую. И твой карандаш, он мягкий, стержнем, А у нас твердый У Т нас буква твердый. написано, да. Что, вот, смотри, вот. Слышишь звук? Вот. Да так что не надо нам грозить своей пикой. Надо как-то с тобой заканчивать, Юра, но в хорошем смысле это слово. Приезжай, не бойся, что ты там сидишь? Там скучно. Я тут в командировке. Мы тебя туда не У отправляли. меня еще не все закончено. У вас у всех уже все закончено, поверь. И ваши командировки скоро закончатся, и нужно будет возвращаться, понимаешь, возвращаться в наше жаждущее лоно. Ну, значит, скоро увидимся. Если ты вдруг захочешь как-нибудь реабилитироваться и начать этот процесс, начинай уже с того, что ты хорошо умеешь, песню писать. Можешь, в принципе, начать с какого-нибудь гимна, профсоюза, там, тракторного завода, например. Но это мне нужно к вам звониться, консультации. Так, Или а мы с такую чего вместе, сейчас или совместный налаживаем? хит написать. Вы, смотрю, уже ручки приготовили. Можем начать. Да, Да, давай. давай. Мы можем текст прямо сейчас накидать. Начнем о том, какая у нас прекрасная страна. Давай. Правильно? Строчка какая? Какая у нас? Значит так. Живет и процветает наш чудесный край. Живет и процветает наш чудесный край. Да. Да, как вы там говорили, какой уже год? Более четверть века уж как. Можно зарифмовать это как-то? Более четверть века уж как. Рай. Да, наш чудесный край, и все мы хорошо в нем пребываем, это же просто рай. Ну вот. Прибываем как поезд или когда в боках прибываем? Прибываем. Нет, это как когда вот. туристы к нам прибывают. Туристы Да. ведь прибывают с каждым днем посмотреть на наш чудесный край. Границы открыты, пожалуйста, едьте. Так что у нас получилось? Живет и процветает наш чудесный край. И всех тех, кто прибывают, Мы отправляем в рай. всех отправляем в рай, да. Да, прекрасно. Да, отлично, Наш хорошо. в рай, Давай теперь сейчас подумаем что-нибудь про сельское хозяйство, типа там коровли, надои, Да. что-нибудь такое, давай. Все верно. Можно перейти потихоньку к полям. Давай. Да. Цветет и пахнет. Пахнет. Перегной. Цветет и пахнет. Арбузы и цветут и пахнут. Арбузы и любовь. И Юра. кинза, и И может кинза. картофель, нет? И картофель. Хорошо, пускай будет. И картофель. Пускай, это его работа. Это его работа. Я Пусть понимаю. работает. Арбузы и картофель. Арбузы и картофель, да. Тяжело дается тебе, Юра. Но только не хватает. Чего не хватает? У нас все хватает. У нас рифма на картофель, да? Профиль, Профиль, что-нибудь. картофель, профиль. Металлопрофиль. Металлопрофиль. Да. Металлопрофиль. Можно как-то металлопрофиль? Только не хватает газосиликатных блоков и металлопрофиль. Газосиликатных блоков. Это хорошо. Мы охватим и то, хорошо. Да. Газосиликатных блоков и металлопрофиль. А есть Юра, может, Юра, гитара? у тебя Может там быть, гитара да, висит попробуй. на стене. Давай Бери, сразу. Ты ж простой парень, хулиган. Ты ж да, можешь, слушай, это где-то раз, два, три, быстро 3-4 аккорда сделал. Хоп-хоп. Мы И всё. чувствуем, что И этот все хит уже поджимает, он уже готов Лезет, выйти. лезет из себя. Он уже набряк. Да, но если мы возьмемся разом, все будет окей. Как окей писать, Сергей Николаевич? А раздельно. Через каждую букву раздельно. Желательно. Окей. И, естественно, рифма окей. Хоккей. Хоккей. Давайте. Юра, что? И последняя строчка, и пиджаки мы поменяем, только не робей. Я запишу, но мы отправим этот текст на вычетку, Юра. И если, не дай бог, А потом мы подкорректируем. подкорректируем вас, если что-то тут будет не очень хорошо. Только не робей. Хорошо.
несколько вопросов молодежных к тебе. Ну, просто уже, поскольку у нас молодежь. Таких легких, не обязывающих ни на что. Да. Ну, задавайте. Вот вас жирники выделили. Вот. Это наши любимые. Да. Назови 3 лучшие песни Александра Солодухи прямо сейчас. Так, там, где зреет виноград, правильно? Правильно. Записываем. Я ставлю плюс. Здравствуй, чужая милая. Это хорошее познание. И Украина моя вторая половина. Это отшутился. Нет. Это ответ неправильный, в корне. Ты хорошо начинал. Там, где зреет виноград зеленый раз, здравствуй, чужая милая 2 и здравствуй, чужая милая на бис. Вот правильный ответ. Да. Юра, еще один молодежный легкий вопрос, как любит молодежь. Да. Оказавшись перед прокурором, что ты тогда запоешь? Скажу, чтобы выделили мне кабинет. Кабинет одиночный? Или человек на 12-16? А можно туда и до 20, до 30 набить, как мы знаем? Не, чтобы у меня был там свой кабинет. Юр, я перефразирую. Какая песня могла бы оправдать тебя перед нашим коллективным лицом? 10 миллионов рабов. 10 миллионов рабов. А в принципе, что-то в этом есть. Да, слово рабы могут немножко смущать, но это звучит как хорошая национальная идея. Спасибо, Юра. Юра, Благодарим тебя. ты очень веселый парень, особенно в конце, когда мы с тобой начали разговаривать на непринужденные темы про рабов, про 10 миллионов, про Солодуху вспомнили и про прокурора. Ну, вот молодиться вот это вот, когда ты челку там это вот белым вымазываешь, и ты, якобы ты такой молодой, вот тебе уже не идет. Не будь как этот солист скутера уже, не надо, он уже есть. Может, вы пиджачок для меня подберете? Может, подберем и пиджачок. Пиджачок ждет нас всех. Знаете, что самое приятное, что я очень сильно рад вас видеть вдвоем. О, как мы рады. Это как мы всё- рады тебя в одном виде. Это все не Рады. без взаимства, как Но и не без взаимства, если ты понимаешь, о чем я говорю. И наоборот. И наоборот, да? Да? Да. Пока, Юра, пока. Баю-бай.